Вот приятного аппетита, я думаю, можно было пожелать всем, кто побывал на Днях Дальнего Востока в Москве, потому что там Якутия была представлена во всей красе. Рыба, вся наша продукция, все, что сделано под брендом, сделано в Якутии. Какой дал результат участия Якутии в Днях Дальнего Востока, мы поговорим с нашей гостьей, это Ирина Сергеевна Высоких, министр предпринимательства, туризма и многого-многого-многого всеобъемлющего. Доброе утро, Ирина Сергеевна. Доброе утро. Для вас какой практический результат от Дней Дальнего Востока? Ну, во-первых, мы представили в очередной раз нашу якутскую продукцию. Еще раз убедились, что она действительно очень популярна и у жителей Дальнего Востока, и у москвичей. Я считаю, что возле прилавков с нашей именно продукцией было больше всего народу. Ну, особенно, конечно, возле якутской рыбы. У нас 4 компании представляли свою продукцию. И на самом деле многие вот в интернете говорили по поводу высоких цен, но на самом деле особо там никого не смущали цены, потому что очереди выстраивались, рыба была очень популярна. Также сахай-чай очень полюбился, я считаю, москвичам. И хорошо, конечно, представлены были наши ювелирные украшения. Заключены контракты с Грузией. Мы туда будем поставлять наши дикоросы. Из Болгарии, с Грузии, точнее, мы поставляем туда рыбу, а в Болгарию мы будем поставлять ювелирные украшения и дикоросы. Вот вы затронули как раз тему интернета, вот бурное обсуждение. Кроме этого, еще в интернете обсуждают. Вот зачем ездят туда, все это показывают, для чего это нужно? Но если мы говорим о том, чтобы поставлять нашу продукцию по России, а я делаю акцент именно на этом, конечно, хорошо было бы и на экспорт больше продукции нашей отправлять, но я ставлю задачу завоевать именно российский рынок. И, ну а как еще ее представить, если не показывать на выставках, на ярмарках, чтобы люди могли не просто увидеть, но и попробовать эту продукцию, рассказать своим друзьям, знакомым. Вот сейчас у меня буквально вчера ночью мне пишут москвичи, говорят, мы хотим на наш корпоратив заказать вашу местную продукцию. Рыбу, мясо, деликатесы все наши. Вот я сегодня буду работать с нашими местными производителями о том, чтобы на корпоративе московских наших друзей была представлена наша продукция. А вот какой объем был продан в целом нашей продукции? У нас только рыбы было поставлено 7 тонн. И помимо этого у нас обнаружилась нехватка, потому что вот когда начали заключать контракт с Грузией, наши коллеги из Грузии готовы были чуть ли не сразу взять первую партию и забрать к себе, значит, в страну, но мы не смогли ее сразу обеспечить, потому что не ожидали такого ажиотажа. Вот как раз о соглашениях. Я знаю, что в рамках проведения Дней Дальнего Востока были заключены ряд соглашений, в том числе и вы их подписывали. С кем удалось договориться и о чем? Мы очень хорошо представлены были по туризму. Я благодарна своей команде, потому что моя задача, которую я им поставила, обеспечить широкое представление всех туроператоров России на нашей площадке, на нашей спич-сессии, где мы демонстрировали свои турпродукты. Они с ней справились. У нас были представлены также туроператоры из Китая, из Швейцарии. Было очень много коллег там, из Кореи, из Японии. И мы подписали 3 соглашения. Это Колмар Тур, это Музинидис Интур, которые работают с огромным количеством стран мира, и с Миром без границ, которые сосредоточены на рынке АТР, Азиатско-Тихоокеанского. А что это даст туристической отрасли Якутии? Вот рейтинг, который сейчас обсуждается, что мы там находимся как бы в начале, но с конца, вот мы ставим для себя какую планку? У нас на сегодняшний день стоит задача паспортизации туров, то есть мы их должны упаковать в удобный, красивый, доступный продукт для туриста, чтобы ему было понятно, куда он едет, сколько это будет стоить и что его там, собственно говоря, ждет. Поэтому первая задача, конечно, у нас стандартизация. Далее мы должны научиться лучше себя представлять. Как раз с помощью туроператоров других регионов мы сможем сделать это более успешно. То есть мы не только внутри из интернета будем предлагать какие-то продукты, но и в любой стране мира, там Польша, Америка, Германия, Италия, туроператоры будут показывать наши ролики, представлять Якутию и продавать сразу на месте туры.
Мгм. Достаточно амбициозные планы. Вообще вот в наступающем 2019 году какие задачи вы поставили перед министерством, какие задачи ставит перед вами глава республики, как вы планируете их достичь? Ну, и, если продолжать тему туризма, то у нас, конечно, самая главная боль, которая сегодня есть, это инфраструктура и транспортная доступность. То есть мы сейчас будем проводить межведомственное совещание для того, чтобы понять, как нам все-таки решить эту проблему. Я вижу, конечно, в развитии малой авиации, основную такую задачу нашу совместную, и предприниматели готовы зайти на этот рынок и работать как на самолетах, так и на вертолетах. Поэтому и обеспечить рентабельность мы уже поняли как. То есть это не только туризм, это и санавиация, которая обеспечит поток непосредственно предпринимателя, чтобы он мог окупить свой транспорт. И если говорить вообще в целом о развитии предпринимательства, то сейчас у нас Центр поддержки предпринимательства переходит в формат единого окна, где любой предприниматель может получить сразу весь спектр мер поддержки, которые сегодня у нас осуществляются в Якутии в одной точке доступа. Это, я считаю, что очень удобно, потому что я сама много лет была предпринимателем и знаю, что время – это самый ценный ресурс. И если будет такая возможность, то я думаю, что она будет очень популярна. Также мы создаем новые продукты по льготному кредитованию. Мы выделили несколько коробочных продуктов для ювелирной отрасли, потому что есть такой запрос. У нас была большая проблема у ювелиров, они не могли под оборотные ювелирные изделия, которые у них непосредственно в продаже находятся, брать кредиты. Сейчас мы эту задачу решаем, и наше ювелирное производство получит новый толчок к развитию. У вас есть возможность поздравить ваших коллег с наступающим новым 2019 годом? Я поздравляю и не только своих коллег, я поздравляю всех предпринимателей республики, всех жителей республики с наступающим Новым годом. Желаю счастья в каждый дом, чтобы все, что вы загадаете, когда будут бить куранты, обязательно сбылось. Удачи вам и успехов! Спасибо большое, Ирина Сергеевна, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать, чтобы предприниматели дальше производили свой товар, чтобы этот был бренд сделан в Якутии, он активно популяризировался за пределами нашей Якутии, не только в стране, но и во всем мире. Спасибо большое.